Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Республика для комфортной жизни. За 4 года мы совершили рывок в рейтинге качества жизни. Башкортостан поднялся в нем с 40-й на 10-ю позицию. Как Башкортостану удалось подняться в рейтинге благоприятных регионов для проживания? Теперь все города в зеленой зоне. Город преображается в совокупности весь. То есть и люди приезжают из других городов в гости и очень довольны. От испытаний к опытной эксплуатации. Она практически почти на 100% оборот. Наша задача сейчас обкатать силовую турбину. Башкирским промышленникам удалось создать не имеющий аналогов в России двигатель. Расскажем о новинке и в целом о развитии бизнеса в регионе. Нужно обязательно запускать инвестиционный проект по строительству производства технологического комплекса на 50 индустриальных машин. Единым фронтом. Студенты у нас сегодня погружали гуманитарную помощь, помогали, 2 группы у нас приходили. В регионе усиливают поддержку бойцов спецоперации. Пока волонтеры помогают собирать гумконвои, чиновники разрабатывают программы переподготовки. Мы будем проводить совместные мероприятия, направленные именно на образовательные программы. Из Франции с любовью. Соперники были сильнее меня, но я боролась, как могла. Расскажем, как горнолыжница из Белорецка смогла завоевать медаль на первых за долгое время состязаниях в Европе. Все города Башкортостана признали благоприятными для проживания. Именно такую оценку дали специалисты Министерства строительства России на основании 36 параметров. Они анализировали благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступную среду в населенных пунктах. Также республика вошла в десятку регионов страны по качеству жизни населения в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Об изменениях в Башкортостане и как они отражаются на жителях в материале Данилы Байкова. Площадь первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае, шагни за горизонт в Белорецке, цветущий берег Мелеуза, обновленный парк лесоводов в Уфе, сад Аксакова, Кашкадан, нефтехимиков и множество других скверов в разных частях республики. Общественные пространства региона в течение последних лет изменились до неузнаваемости. Чисто стало. Инфраструктура такая красивая, то есть везде стали туалеты появляться, как минимум, для детей. Для катания на скейтах, на самокатах эти штуки классные появились. Город преображается в совокупности весь. То есть и люди приезжают из других городов в гости и очень довольны. Учитывают интересы всех жителей. Комфортные условия создают как для спокойного, так и активного отдыха. Это результат планомерно-системной работы руководства. Мы часто бываем в городах, в муниципалитетах республики. И действительно видно, какой прогресс проходят наши населенные пункты. Там хочется жить, там хочется гулять, там хочется оставаться и творить. Эксперты Минстроя России признали все города Башкортостана комфортными для проживания. Специалисты анализировали множество параметров: благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги и доступная среда. Теперь в списке 21 населенный пункт, а ведь в 2018-м их было всего 6. Уфа и вовсе вошла в 5 городов миллионников по качеству городской среды. И мы так с болью, иногда с обидой замечаем какие-то маленькие или не очень маленькие негативные моменты. Я думаю, каждый с этим сталкивался. Безусловно, это есть. И этот рейтинг – это показатель того, что есть динамика изменений. Эксперты подчеркивают заинтересованность властей Башкортостана в развитии крупных и малых городов. Обновленные и с нуля созданные общественные пространства привлекают не только туристов. Это и развитие своих творческих способностей, и желание здесь жить, создавать семьи, приезжать сюда на работу, на учебу. Многие недооценивают влияние самой городской инфраструктуры и парков, но по сути именно она создает ту глобальную экосистему жизни, благодаря которой нам становится все удобнее, все комфортнее, все приятнее находиться как в отдельных городах. Всего же по программе формирования комфортной городской среды в 2025-м намерены привести в порядок более 160 парков и скверов. В этом году начнут реконструировать парк имени Ленина в центре Уфы. По проекту на территории установят детские площадки, также высадят деревья, отремонтируют чаши фонтанов, заменят дорожное покрытие
перекрытия и инженерные сети. А на входе в общественное пространство со стороны улицы Закива-Лиди предлагают восстановить историческую арку. Закладной камень и 4 стелы с государственными наградами Башкирской АСР сохранят свое местоположение. По рейтингу качества жизни Башкортостан вошел в десятку регионов России. Эти данные приводят представители агентства стратегических инициатив. За 4 года мы совершили рывок в рейтинге качества жизни. Башкортостан поднялся в нем с 40-й на 10-ю позицию. В результате активной работы СОСИ в рамках проекта «Открыто для всех» 80 компаний республики присоединились к национальным инклюзивным договорам. Вместе запускаем модельную программу реабилитации и абилитации. Эксперты ОСИ высоко оценили социально-экономическое развитие Башкортостана. В регионе улучшились показатели оказания медицинской помощи, получения госуслуг, образования, транспортной доступности, состояния дорог, а также жилищных условий. В верхние строчки рейтинга попали Дюртюлинский, Ишимбайский и Иглинский районы. И это, конечно же, говорит ради политики, в первую очередь, о вашем системном подходе и о работе всей вашей команды. По сравнению с 2022 годом результат улучшился более чем на 7 пунктов. В части направления чистота и экология республика также значительно выросла. Впрочем, есть показатели, над которыми еще предстоит поработать. Это вопросы социальной защиты, занятость педагогов административной деятельностью, обучение в 2 смены. Также для повышения качества жизни в Башкортостане сформируют команду сервис-дизайнеров, которые будут знать все о мерах поддержки, льготах, смогут подсказать гражданам, как поступать и куда обращаться при любых жизненных ситуациях. Даниил Байков, Булат Садриев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. По-настоящему историческое событие. В республике провели стендовые испытания двигателя нового поколения. Его разработали и собрали на уфимском предприятии. Инженерам удалось посадить на газоперекачивающую станцию авиационный двигатель, который поднимал в воздух самолеты. И все получилось. Развитие промышленности идет по всем фронтам, от крупных предприятий до небольших, открывшихся совсем недавно. Активно выстраивается диалог и с представителями малого бизнеса. Возможностей для развития, как говорят власти, много. Обо всем подробнее расскажет Артур Шамсуддинов. Да, 100% обороты силовой турбины 5100, мы видим 4700, то есть она практически почти на 100% оборот. Наша задача обкатать силовую турбину. Более тихий, мощный, быстрый и, самое главное, полностью российского производства. Двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 предназначен для перекачки газа по трубопроводам и должен стать достойной заменой зарубежным агрегатам. Инновационную разработку создавали в Уфе специалисты ОДК ОМПО. Предприятие совместно с «Газпромом» работает над тем, чтобы боевые двигатели выполняли гражданские функции. Это то, что мы называем такой диверсификацией гражданской, потому что все-таки задача, которую президент поставил, определенная доля, конечно, гражданского производства должна здесь существовать. И важно, что это новый двигатель, некая такая, я бы сказал, промышленная революция в машиностроении, в двигателестроении в частности. У данного двигателя достаточно высокий КПД, порядка 39%. Это высокий КПД для таких агрегатов. Это низкая эмиссия, о чем Радий Фаридович отметил. Низкая эмиссия – это уменьшение углеродного следа. Это второй образец нового двигателя, который уже на завершающей стадии заводских испытаний. Первый чуть ранее был передан для опытно-промышленной эксплуатации. Заказчиком выступил «Газпром». Двигатель будет задействован в передовых проектах госкомпании. Нужно обязательно запускать инвестиционный проект по строительству производства технологического комплекса на 50 индустриальных машин. Только со строительством производства технологического комплекса у этой машины появляются огромные перспективы, потому что это технологическая независимость раз, это возобновление работы северных коридоров по экспорту нашего природного газа за рубеж. Модернизация производственных мощностей – одна из ключевых задач. Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Башкортостан при этом крупнейший регион страны по добыче черного золота. На неделе в правительстве страны обсудили долгосрочные планы развития нефтяной отрасли и угольного комплекса. Участие в стратегической сессии принял и Ради Хавиров. Для укрепления технологического суверенитета во всех областях ТЭК запустили с начала этого года новый национальный проект «Атомные энергетические технологии», в рамках которого будем активнее поддерживать разработку и внедрение передовых отечественных решений, современных материалов, оборудования, комплектующих, что позволит компаниям
быстрее завершить модернизацию производственных мощностей и общими усилиями построить прочную основу для будущего роста. Основу для роста закладывают и власти на местах. Речь не только об энергокомпаниях. В Благовещенске, например, 3-й год работает завод по производству железобетонных конструкций. Предприятие смогло стать поставщиком готовых изделий для крупнейших инфраструктурных проектов страны и республики. Этот цех, можно сказать, кузница мостов и путепроводов. Именно здесь производят балки и пролетные строения, которые затем служат основой для мостовых сооружений не только в республике, но и в других регионах. Изделия, выпускаемые здесь, используют в строительстве и реконструкции крупнейших транспортных объектов, в том числе сооружений федеральной трассы М-12, а также Бельского моста в южной части Уфы. Через Инвест час провели их и оказали все меры поддержки, которые есть. И они как-то зацепились за нашу республику, потому что здесь комфортно, как они говорят, работается. Вот. Потом еще важно, что в республике ведь активное строительство идет, масштабное, и дороги, и строительство объектов социальных, и жилое, и поэтому их, скажем так, изделия нужны. А вот частичка другого предприятия есть едва ли не в каждом знаковом месте не только Уфы, но и других регионов. Здесь из металла делают элементы декора для крупных спортивных центров, Уфимского кампуса и аэропортов страны. Завод также работает на территории опережающего социально-экономического развития. Получаем определенные налоговые льготы на 10 лет. Вот. И в любом случае администрация Благовещенска периодически на контакте и помогает. Поддержку ощущают представители малого и среднего бизнеса. С ними глава республики провел отдельную встречу в формате диалога. Бюрократии стало меньше, зато все так же актуальны земельные вопросы, тема налогообложения и подготовки кадров. Многие ставили вопрос о том, что сейчас надо думать, чтобы вот те предприятия, которые формируются, наполнить их людьми профессиональными, подготовленными, компетентными. Поэтому это вопрос опять среднепрофессионального образования и в целом трудовых ресурсов. Экономические проекты во многом зависят от диалога власти и бизнеса. Именно поэтому подобные встречи с предпринимателями будут проходить на регулярной основе, чтобы содействовать созданию комфортных условий работы компаний и формированию привлекательного инвестклимата. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Ну а теперь к научным новостям. Профессор из Уфимского университета науки и технологий вошел в топ самых цитируемых ученых мира, а также занял первое место среди ведущих российских исследователей. Руслан Валиев изобрел самый прочный в мире титан. Разработанный им нанометаллы используют для имплантантов реконструктивной хирургии и стоматологии. На счету ученого более 700 статей, свыше 50 авторских свидетельств и патентов на изобретение. С башкирским участником стэнфордского рейтинга пообщался моя коллега Алия Альтубаева. В мировом списке самых цитируемых ученых его фамилию долго искать не придется. В рейтинге Стэнфордского университета и научного издательского дома «Эльзевир» Руслан Валиев оказался в десятке ведущих исследователей из России. И такому достижению аргумент у ученого один – любовь к своему делу. Я сам учился как раз этой специальности физики материалов в городе Екатеринбурге. Она была очень востребована и очень такая уникальная, потому что это все промышленные предприятия металлургической направленности, они своими корнями устремляются в физику. Будучи молодым специалистом, Руслан Валиев устроился в тогда еще Уфимский авиационный университет, где позже совместно с коллегами совершил научное открытие Советского Союза, обнаружил явление сверхпластичности. Сейчас ученый стал наставником для аспирантов у УНИТа. На данный момент я участник гранта РНФ по теме покрытий высокоэнтропийных. Это связано с моей диссертацией. Также мы с Эмилем выиграли стипендию президента Российской Федерации до конца обучения. Всего 3 во всем университете также, да? И 500 по всей России было. Я лично улучшаю свойства титановых материалов, сплавов, технически чистого титана, как раз таки посредством его наноструктурирования. То есть мы проводим определенные обработки, которые позволяют уменьшить размер зерна, сформировать определенные частицы, наноструктурные элементы. И с помощью этого сильно увеличиваем свойства этого материала. Например, делают его более прочным или гибким. Из-за так называемой усталости металла, отслужив свой срок, ломаются детали кораблей и самолетов. А новые состояния в материалах помогут увеличить их сопротивляемость. Получится, что изделие из нанометалла не сломается. Этим занимаются тысячи ученых, но подходы у каждого свои. Это как раз видим структуру металлического
материала, в данном случае титана, который имеет очень мелкий размер зерен и который определяет его необычные свойства. Мы изобрели титан, который самый прочный в мире. Ну, правда, он это больше пока еще лабораторный, но есть надежда, что он войдет в практику. Его планируют использовать при создании зубных имплантов, пластин для челюстно-лицевой хирургии и эндопротезов суставов. Титан – гордость отечественной металлургии. Так Руслан Валиев с коллегами пытается внести свою лепту при импортозамещении зарубежных имплантов. Мы же работаем не только с титаном. Это новые будущие автомобили из высокопрочных материалов. Это авиационная техника и так далее. Высокопрочные материалы – это то, ради чего работают все, кто работает с металлом. Моя мечта и наш коллектив, чтобы наши научные разработки нашли широкое практическое использование. И, конечно, надеемся, что их подхватят те люди, которые занимаются производством. Помимо титана, профессор усиливает свойства и других металлов, но все так же для медицины. Это новый вид импланта, соединяющий кости. Он произведен уже не из титана, а из цинкового сплава. Особенность в его временности. Уже в течение 3 месяцев он растворится в организме человека и не потребуется его извлечение. Именно так выглядит имплантология нового поколения. Для поддержки ученых республики продолжают улучшать материально-техническую базу и помогать исследователям финансово. За последние годы из бюджета Башкортостана выделили более 850 миллионов рублей на поддержку науки. Упор делают и на молодых. Регион 3-й год подряд входит в 10-ку национального рейтинга научно-технологического развития. И эта работа будет продолжена. Алия Альтубаева, Вадим Исламов. Итоги недели. Уфа. К слову, о материальной базе в Уфе на этой неделе открыли геномный центр, в котором планируется совершать научное открытие. Объект стал частью второй очереди строительства межвузовского студенческого кампуса. Вновь построенная площадка объединит ученых, бизнес, преподавателей вузов и молодежь. А главное, в центре займутся развитием интеллектуальной геномики. В будущем перед учеными стоит задача продлить жизнь человеку. Сюжет Динары Таймасхановой. Эта система многофункциональна, используемая для генотипирования либо одновременно до 100 образцов, позволяет определять генетические изменения, соответственно, у 100 людей одновременно. Этот амплификатор знает многое о генах. За пару часов может исследовать изменения ДНК разных людей. Он первый помощник для ученых в деле изучения генетического кода. Хорошее оборудование, комфортные условия дадут возможность делать больше открытий. Вообще в данном геномном центре предполагается исследование различных по различным тематикам с точки зрения геномики, генетики. Это и касательно заболеваний человека, онкологических заболеваний, различных многофакторных заболеваний, наследственных заболеваний. Новый геномный центр расположился в 4-этажном здании площадью 5500 квадратных метров. Это уникальное пространство для научных открытий с современными возможностями. Объект – часть второй очереди строительства межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Инфраструктура, вообще ландшафт науки в Республике Башкортостан, ландшафт высшей школы. И, наверное, это повод нам всем гордиться. Но не уповать на лаврах, а двигаться вперед. У нас впереди, вы видите, кипит большая строительная площадка, кипит большая стройка. У нас очень амбициозная, крайне сложная задача в срок ввести еще уже окончательно вторую очередь кампуса. При этом мы уже думаем о дальнейших наших планах по развитию науки. Погружаться в генетику, медицину, сельское хозяйство в этих лабораториях будут с помощью искусственного интеллекта. Это современное и перспективное направление, которое поможет обучить междисциплинарных специалистов. Для тех, кто интересуется медициной, генетикой, сельским хозяйством, мы будем давать программирование, искусственный интеллект, нейронные сети. И наоборот, для тех, кто изучает программирование, но думает, где применять свои знания, мы будем предлагать специализироваться в медицине, в биотехнологиях и в других дисциплинах. На базе центра будут изучать ДНК и РНК для определения наследственных и сложных заболеваний на ранних стадиях. Глобальные цели, стоящие перед учеными – продлить жизнь и предвосхитить развитие патологий. Мы не знаем, что у нас есть поврежденные варианты генов, но при определенном стечении обстоятельств, когда у нас появляется наш собственный ребенок, если у нашего партнера или партнерши есть
подобные же поврежденные гены, то с высокой вероятностью рождаются больные дети. И в рамках планирования здоровой семьи этот анализ, в общем-то, на мой взгляд, абсолютно необходим. Одним из партнеров станет группа компаний, владеющая крупнейшим селекционно-генетическим центром по свиноводству. Геномику животных и растений также будут распознавать с помощью искусственного интеллекта. Созданы пространства и для детей. Так, в лаборатории инноваций ученики младших классов смогут осваивать языки программирования. Самый главный аспект в последнее время, которого нам не хватает для коммуникации, это как раз объединение разных учреждений, разных ведомств и разных специалистов в одном месте. И поэтому у вас прекрасное начинание, когда университеты, а теперь и Академия наук будут тесно взаимодействовать. В июне на базе этого геномного центра откроется «Школа-21». Это образовательный проект, реализуемый совместно правительством Республики Башкортостан и Сбером. Все желающие от 18 лет смогут освоить цифровые технологии. Таким образом, сменив профессию и уйдя в IT-отрасль, в одну из актуальных отраслей сегодня. Геномный центр – это лишь малая часть строительства второй очереди межвузовского кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. Впереди еще много работы над этим масштабным проектом. Первый объект, который уже функционирует, это IQ-парк, где разместились лаборатории вузов региона. Сейчас большая стройка развернулась по возведению 7 башен, куда войдут общежития и учебные блоки. Планируется, что первые студенты заселят жилые комнаты современных высоток уже через 3 года. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвей, Виктор Демидов. Итоги недели. Интегрироваться в сферу бизнеса в республике усиливают поддержку участников СВО и членов их семей. Готовятся к запуску новой программы переподготовки бойцов, в том числе и для сферы бизнеса. Между тем, действующие предприниматели и не только оказывают помощь фронту, собираясь гумконвои и делая необходимые для солдат вещи. О поддержке и заботе тех, кто сегодня находится за ленточкой, расскажет Руслан Батыргареев. Посмотрела ролики в интернете, освоила технику плетения и обучила дочерей. В итоге за 2 месяца они сплели более 100 браслетов выживания. Их можно использовать как веревку в качестве жгута, крепления амуниции или носилок. Все это отправится в зоны СВО для нужд бойцов. Браслет, он компактный, удобный, средний размер, сделан на мужскую руку. Если правильно его сплести, то за 3-5 секунд его можно расплести, и на руках у бойца окажется больше 4 метров. Нагрузку выдерживает от 200 до 250 килограмм. Каждый помогает как может. Свой вклад в поддержку военнослужащих решили сделать и предприниматели из села Кушнаренково. Руслан и Лиана Нигматзяновы своими руками изготовили мобильную баню для использования на позициях. Мочалочки, башкирские веники, чтобы чувствовалось кушнаренковское, как родное такое, чтобы как у себя дома было. Дровишки на первое время, чтобы наши бойцы чувствовали не только тепло от печи, а то, что их дома ждут. Не только для выполнения боевых задач, но и духовных. Народный фронт передал полковому священнику Алкинской инженерно-саперной бригады автомобиль УАЗ-Патриот. Теперь отец Рафаил сможет быстрее передвигаться между подразделениями для совершения богослужений. Слово Божие очень востребовано среди военнослужащих, потому что это их воодушевляет, это дает силы. И всегда наша армия, не только сейчас, а и 100 лет назад, и 200, и 1000 лет назад, руководствуясь верой в Бога. Продолжается отправка муниципальных гумконвоев из Сибая в зону СВО. Отправили 16-й по счету гуманитарный обоз. В этот раз горожане собрали порядка 20 тонн груза для бойцов в фуры. Загрузили 2 легковых автомобиля, около 8 кубометров досок, ОСБ-плиты для блиндажей. Также на передовую отправили генераторы, бензопилы, сварочные аппараты и инструменты. Помочь в погрузке вызвались студенты местного колледжа. Студенты у нас сегодня погружали гуманитарную помощь, помогали. 2 группы у нас приходили. Вообще наш колледж всегда активно помогает, участвует в этом, акции различные, и плетут сети, и также сами гуманитарную помощь помогаем, собираем. Чем можем, помогаем.
И в тылу идет активная поддержка ветеранов боевых действий. Республиканский филиал Госфонда «Защитники Отечества» и Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве. Они планируют запустить программы обучения и переподготовки для участников СВО, а также членов их семей. Сегодняшние соглашения, они помогут нашим ветеранам, участникам спецоперации социализироваться в мирной жизни, не потерять себя. Мы будем проводить совместные мероприятия, направленные именно на образовательные программы, на программы дополнительного обучения именно по направлению предпринимательской деятельности. Помогает и в вопросе трудоустройства. В Куйыргазинском районе мама двух участников СВО долго не могла найти работу. Помощь оказали специалисты местного кадрового центра. Я была без работы, да. Я работала в первой школе, была без работы, устроилась на биржу. А с биржи мне, как бы сказать, через Альберта Ревкатовича говорили, сделали, что вот, нашли работу. Сотрудники Центра занятости также предлагают освоить новую профессию. Одна из популярных мер – образовательный сертификат. Он покрывает стоимость обучения до 50 тысяч рублей. Накануне такой документ вручили супруги участника СВО. Планы вообще открыть свое дело. Учусь, поступаю учиться в учебный центр в Кумертау на повара-кондитера. И в дальнейшем планирую открыть свое дело. Кадровый вопрос призвана решать и программа «Герои Башкортостана». На неделе завершился первый этап регистрации. Свои заявки подали около 2000 человек. 70% из них – действующие участники спецоперации. Цель этого проекта – подготовить управленцев из числа военнослужащих СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. Руслан Таргареев, Роберт Давлетбердин и Марат Хамитов. Итоги недели. В Башкортостане на неделе были зафиксированы первые крупные природные пожары. Наиболее сложная обстановка была в Хайбулинском районе. А в Сибае накануне возгорание произошло вблизи Садового товарищества. Одновременно пожар начался на территории самого СНТ. В результате повредили сразу 4 дома. Возгорания были ликвидированы. Ранее весна ускорила и наступление пожароопасного периода. О прогнозах на сезон и о том, готовы ли профильные ведомства к борьбе с природными пожарами, моя коллега Анастасия Чебаева поговорила с председателем Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кириллом Первовым. Кирилл Сергеевич, природа, мне кажется, совершенно не дает передышки, еще половодье не закончилось, уже новая напасть пожары, где особенно на этой неделе было горячо. Совершенно верно. Если у нас на северо-востоке республики, особенно в горной части, еще только-только начинает таять снег, и там активно развивается весеннее половодье, то на юге республики, особенно в Хайбулинском районе, на этой неделе у нас был большой ландшафтный пожар, который был на площади 600 гектар. Поэтому здесь, конечно, пришлось совместными усилиями с жителями, представителями администрации, сотрудниками Главного управления Госкомитета принимать оперативные меры для того, чтобы защитить населенные пункты, и чтобы этот пожар не перекинулся на жилые постройки. К счастью, оперативно эту работу провели. В течение суток пожар был потушен. На сегодняшний день ситуацию мониторим. Но в республике уже начинает действовать пожароопасный период. Да? Можете рассказать, что он предполагает? Какие ограничения, чего людям стоит все-таки обходить, не делать? Тем более скоро такой шашлычный сезон, если можно выразиться. Да, в этом году мы видим, что и весеннее половодье раньше обычного в республику пришло. И весенне-летний сезон также начался раньше, поэтому особый противопожарный режим в этом году мы планируем ввести с 18 апреля. Это нужно для того, чтобы максимально обезопасить наших жителей, населенные пункты от рисков ландшафтных пожаров. В этот период традиционно запрещено разжигать костры, использовать открытый огонь. И для того, чтобы стимулировать жителей соблюдать эти правила, увеличиваются и штрафы как для физических, так и для юридических лиц. А сейчас уже можно сказать, что стало причиной вот тех возгораний, которые мы на этой неделе наблюдали? Это, опять же, какой-то человеческий фактор? Да, мы видим, и у нас уже с начала пожароопасного сезона более 50 ландшафтных пожаров произошло. И, конечно, в подавляющем большинстве это именно человеческий фактор. То есть сжигание мусора, где-то это просто окурок, который брошен из автомобиля, проезжающего мимо поля. Да? Поэтому здесь дознаватели соответствующую работу проводят, выявляют виновных и также уже дальше будут принимать соответствующие решения. Вот если я не ошибаюсь, в 2021 году, да, последний раз у нас были такие прям крупные пожары. Чему они нас научили, что из этого мы смогли вынести?
Конечно, целый комплекс дополнительных мер принят в республике. Разработана соответствующая программа, которая сейчас реализуется по профилактике природных пожаров. Ну, во-первых, вы все знаете, да, что приобретен по поручению главы Республики Башкортостан пожарно-спасательный вертолет К-32, который помогает не только мониторить ситуацию и оперативно выявлять очаги, но и в случае необходимости осуществлять тушение. Далее приобретены дополнительные ранцевые огнетушители. Они распределены по зональному принципу, и в случае ухудшения обстановки они оперативно доставляются в зону пожара. И, соответственно, мы уже можем как личный состав Главного управления Госкомитета дооснащать, так и волонтеров, которые традиционно нам помогают в тушении ландшафтных пожаров. Также приобретены дополнительные резервуары мобильные, которые необходимы для того, чтобы воду из пожарной машины их наполнять и дальше уже наполнять ранцевые огнетушители. И, может быть, наглядно покажете, расскажете, как современные технологии помогают вести мониторинг пожаров? Да, конечно, вот цифровые технологии активно применяются в области обеспечения безопасности. Здесь мы видим систему лесохранитель, которая также развивается. В этом году дополнительно установлено 10 автоматизированных постов. Они позволяют в круглосуточном режиме мониторить состояние, в первую очередь, это лесов. И в случае выявления очага загорания система передает точные данные, и туда уже направляются дополнительные силы, средства для тушения этого пожара. Также используется система спутникового мониторинга, это так называемая система термоточек. В случае пожара также передаются данные, направляются оперативные группы для проверки этой информации. Ну, система также свою эффективность доказала, более 90% подтверждаются ландшафтные пожары и лесные. По прогнозам Росгидромета, в целом на территории Российской Федерации в этом году наблюдается раннее начало весны, и, соответственно, прогнозируются риски ландшафтных пожаров, потому что сейчас очень много еще сухой травы, которая осталась с прошлого года. Поэтому для всей территории, в том числе для Республики Башкортостан, такой прогноз в плане ландшафтных пожаров не очень благоприятный. Кирилл Сергеевич, может быть, вы хотите обратиться к жителям республики, сказать, подсказать, как себя правильно вести, как правильно отдыхать, гулять, выезжать на природу, чтобы потом не возникли вот такие проблемы? Да, в этом году в связи с установившейся теплой погодой, конечно, в первую очередь дачники уже у нас направляются на свои садовые участки. Поэтому хотим еще раз обратить внимание, что ни в коем случае нельзя сжигать сухую траву, это раз. Во-вторых, необходимо привести свои территории в пожаробезопасное состояние, то есть не допускать захламления, скосить старую сухую траву. Ну и в случае, если ваш садовый товарищ, например, прилегает к лесной зоне, то обязательно нужно провести опашку и минерализованную полосу для того, чтобы как ландшафтный пожар не перешел в лесной, так и наоборот. Все, спасибо большое. Спасибо. Ну а теперь авторская рубрика нашего коллеги Руслана Шарафутдинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Здравствуйте, я Руслан Шарафутдинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Просвещение дух республики продолжает дарить нам новые открытия. На этой неделе распахнул свои двери геномный центр в Межвузовском студенческом кампусе, как яркое свидетельство бурного развития нашей научно-образовательной сферы. В этом уникальном храме башкирской генетики накопленные десятилетиями знания теперь разложат по электронным полочкам, и это станет фундаментом для медицины, где не лечат, а предвосхищают. И это уже не будущее, а настоящее нашей башкирской науки. Башкирские ученые могут, потому что о них заботятся. Евразийский НОЦ и студенческий межвузовский кампус. Научные проекты и мощные индустриальные партнеры. Новые лаборатории и точки кипения. А теперь и специальный госорган – Комитет по научно-технологическому развитию. Сразу 4 наших универа вошли в федеральную программу «Приоритет-2030» и получат в общей сложности только в этом году на свои проекты 1 миллиард федеральных рублей. И все это под личным патронажем Радия Хабирова. Движение вперед немыслимо без науки и технологий. На минувшей неделе Башкирия достигла еще одного реально крутого рубежа. У Минстроя России есть специальный индекс качества городской среды. Так вот, по итогам 2024 года все города Башкирии, которых насчитывается 21,
были признаны благоприятными для проживания, так как набрали свыше 180 баллов по этому самому индексу. А он рассчитывается на основании аж 36 параметров. Это благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступная среда и многое-многое другое. За каждый параметр городу, будь то Уфа, Бирск или Мелеуз, присваивается определенное количество баллов. Вообще, если можно назвать одним словом то, что происходит с нашими городскими общественными пространствами последние годы, это преображение. И прежде всего это касается благоустройства. В некогда запущенные площади, парки, скверы, набережные, фонтаны вдохнули жизнь, наполнили свежими смыслами, и они обрели красивое лицо. Новые точки притяжения радуют местных жителей и гостей. Комфортная городская среда сегодня не просто слова или проект, а генеральная линия Радия Хабирова, как воплощение его мечты. Она идет красной уверенной нитью от уфимских журавлей, Кашкадана и Первомайского до купеческого Бирска, Белорецкой лестницы в небо и сердца Ишимбая. Хотя 5 лет назад в это мало кто верил между нами. Последние лет 30 не было и близко такого тотального благоустройства общественных территорий в Уфе и других наших городах. За последние годы большого ремонта наши публичные пространства изменились кардинально. Уфа, Белорецк, Бирск, Столитамак, Янаул и Ишимбай, далее везде. Что не парк Аксакова в Уфе, речные ворота в Дюртюлях или поющие родники в Белебее, то настоящие именины сердца, глаз радуется. Еще недавно мало кто верил в возможность выйти из квартиры в отремонтированный подъезд, спуститься в уютный башкирский дворик, а дальше прогуляться по красивому чистому парку. Большой ремонт поменял не только облик городов и сел республики, но и мышление людей. Мы оказались рождены, чтобы сказку сделать былью, и там, где царили маргиналы и беспросветный мрак запустения, теперь зацвели черниковские сады Первомайского и нефтехимиков. Оказалось, что озеро теплое может быть гостеприимным, а сипайловское небо озарили каскады Кашкадана. Башкирское ожерелье благоустроенных общественных территорий пополняется все новыми и новыми жемчужинами. Число реализованных проектов идет на сотни. В 2024 году еще 20 городов и сел республики получили возможность и деньги для своего преображения. Башкортостан активно участвует и побеждает в конкурсе федеральных грантов на проекты преобразования малых городов. То, что произошло в плане комфортной городской среды в Башкирии, это революция и по объему, и по масштабам, и по новым подходам. Программа «Башкирские дворики» благоустроена 1500 территорий. Программа ремонта подъездов приведено в порядок более 8300 парадных в многоквартирных домах. Мы построили жилье и площади, провели фонтаны и разбили парки. Но главный смысл всего этого сложного процесса благоустройства в том, чтобы эти пространства были наполнены людьми и жизнью, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе и при этом ощущал, что это его личная территория и нес бы за это ответственность. Давайте всю эту красоту ценить и сохранять. И пусть кто-то скажет, это несбыточная мечта. А я вот верю. А иначе для чего все это? Все то, что останется после тебя. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в краях башкирских есть. До свидания, с вами был Руслан Шарафутдинов. Да, и есть такая категория людей, друзья, которые за деньги или по натуре своей всегда и во всем видят только плохое, грязь и копоть. Так вот, если они вас поносят, значит, вы делаете свое дело не просто правильно, но еще и очень качественно. Значит, бьете в самую точку. Да вот теперь точно до свидания. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо. Далее новости короткой строкой, без которых картина недели была бы неполной. В подростковом лагере Стерлибашевского района завершилась первая смена для детей-диабетиков. Недельный заезд стартовал на базе филиала парка «Патриот». В отряде было 44 ребенка. Особенности программы – специальное меню и постоянный контроль за уровнем сахара в крови. Также в лагере дежурили эндокринолог и несколько родителей.
В Уфе начались профилактические рейды ГАИ по проверке любителей электросамокатов, гироскутеров и моноколес. С началом летнего сезона число аварий с их участием увеличивается, а все из-за банального несоблюдения ПДД. За езду в нетрезвом виде или ДТП будут штрафовать на 100-150 тысяч рублей. За передачу самоката несовершеннолетнему придется выложить 10 тысяч. За поездку вдвоем или даже втроем обяжут платить 5 тысяч рублей. За проезд по зебре штраф 1000 рублей. Госоркестру республики подарили уникальную скрипку. Работу выполнил знаменитый российский мастер Игорь Улицкий, обучавшийся на родине Страдивари. Для придания национального колорита он назвал свой инструмент «Курай». Играть на новой скрипке будет концертмейстер оркестра Ильшат Муслимов. Жильцы одной из уфимских многоэтажек и зооволонтеры требуют наказать мужчину, который жестоко избил собственную собаку. Сцена настолько шокировала окружающих, что они уверены, у живодера большие проблемы с психикой. Волонтеры отвезли собаку на обследование, после чего хотели забрать животное, однако сделать это не получилось. Что касается агрессора, его задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины проводится проверка. В клинике БГМУ впервые прошла операция по внедрению женских грудных имплантов. Пациенткой стала женщина с онкологией после удаления молочных желез. Процедуру провели для воссоздания эстетического вида. Установка имплантов позволяет воссоздать первоначальный эстетический вид груди. Ну и к новостям спорта. В международном аэропорту Уфа встретили горнолыжницу, завоевавшую медали на чемпионате мира во Франции. Карина Закирова впервые участвовала на турнире для лиц с особенностями развития. Сначала спортсменка взяла бронзу в супергиганте и гигантском слаломе, а в заключительной части соревнований отличилась горнолыжной комбинацией. Соперники были сильнее меня, но я боролась. Как могла. Я вообще переживала, думала, там, либо я упаду, либо что-то случится там. Но я об этом не думала, когда стартовала. Я думала о том, как я доеду. Это было сложно, трудно, нелегко. Первый раз. На турнире участвовали представители 13 стран. Примечательно, что этот чемпионат мира был первым за 10 лет, на который допустили спортсменов из России. Задачей минимум было просто ознакомиться с уровнем соревнований. Но Карине удалось удивить всех и завоевать медали. Сложности были в том, что мы жили на высоте 2100 метров и стартовали на высоте 2600 метров. Это очень сложно. То есть мы не имеем такой подготовки. То есть у нас нету баз на такой высоте. И действительно, это было очень трудно физически. Мы просыпались не ночами от того, что просто не хватает кислорода. Конечно, определенный опыт для нее. Полетели мы на такие мировые старты первый раз. И, естественно, делала ставки на то, чтобы хотя бы приблизиться к пьедесталу, так как первый опыт. В принципе, в России она неплохо каталась и всегда призеркой была, чемпионкой была, поэтому приблизиться к пьедесталу это уже было для меня радость. Уфимский Салават Юлаев ждет 7-й матч серии против Новосибирской Сибири. Башкирская команда уступила в выездной игре. Салават Юлаев повел в счете, но в третьем периоде пропустил сразу 4 шайбы, 3 из них в меньшинстве. Итоговый счет 5-2 в пользу новосибирской команды. Таким образом, в этом противостоянии победа одерживают только хозяева площадки. У нас был шанс, в большинстве мы играли 5-3 играли, не забили, а соперник забил. Что касается удалений, сегодня их было действительно необычно много. Это какая-то напряженность в связи с ответственностью матча или что-то другое повлияло на такую игру команды? Нет, это эмоции, но мы должны контролировать свои эмоции, чтобы выигрывать матчи. Уже во вторник на Уфа-арене пройдет решающая встреча между Салаватом и Сибирью. В прямом эфире этот матч вы сможете увидеть на телеканале БСТ. Начало 18 часов 45 минут. Такой была уходящая неделя. Сразу после нас смотрите передачу «Республика Лайв». Спасибо за внимание. Оставайтесь на телеканале БСТ.